Государственного собрания НТН, уважаемый министр Елена Климовна, Районный совет депутатов Ангельского ВУЗа мы провели совещание комиссии по здравоохранению, социальной и семейной политике, где тоже рассматривали актуальный вопрос по реорганизации и упорядочению сети медицинских организаций Ангельского ВУЗа. Вопрос также был поднят с множественными обращениями граждан Ангельского ВУЗа. На сегодняшний день у нас идет сокращение на 60,25 штатных единиц, 44 штатной численности по физическим лицам и 12 по вакантным лицам. Поэтому вообще вот этот вопрос, конечно, мы понимаем, что оно ведет под каким-то улучшениям, оптимизациям, но мы должны обязательно исходить из позиции о ценности жизни каждого человека, независимо, где он проживает. И наши доводы о сохранении имеющейся сети медицинской помощи становятся сегодня очевидными и актуальными. Особенно понимая право каждого человека на охрану здоровья, закрепленные Конституцией Российской Федерации. И обсудив вот этот вопрос совместно с медицинскими работниками, совместно с главой нашего ВУЗа, совместно общественным советом, у нас членом которого является вот Исаакий Пантелеймонович Агунов, бывший, он был руководителем тоже Центральной районной больницы много лет, главным врачом Михаилом Аркадьевичем Архиповым. Мы считаем необходимым учесть при формировании штатного расписания учреждений здравоохранения в Республике Саха-Якутия вот то, что мы сегодня вот говорим. Приказ 543-Н от 15 мая 2012 года Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации штатное расписание учреждений здравоохранения, он носит рекомендательный характер. Этот приказ нужно обязательно еще раз рассмотреть, поскольку там конкретно пишется, что в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, высокогорных, пустынных, безводных и других районах с тяжелыми климатическими условиями, с длительной сезонной изоляцией, а также в местностях низкой плотности населения, участки могут быть сформированы с меньшей численностью прикрепления населения и сохранением штатных должностей полностью. Поэтому сегодня мы предлагаем, вот, например, в каждых центральных районных больницах имеются койки диагностики одного дня. И согласно приказу Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия от 4 октября 2016 года об организации работы по принципу диагностики одного дня, пациент, например, получил бы всю диагностику одного дня конкретно вот в стационаре Центральной районной больницы. И тогда у него обследование было бы по стандарту. И если после обследования у человека окажется, что нет показаний для госпитализации конкретно стационар Центральной районной больницы, то этот человек, например, пациент, мог бы поехать к себе в село и получал бы во врачебных амбулаториях на койках дневного стационара это лечение. Наше предложение, чтобы сохранить обязательно дневные койки в каждых врачебных амбулаториях, при этом, чтобы во врачебных амбулаториях были штаты один врач, один фельдшер и акушерка отдельно, а не фельдшер и акушерка в одном панно и 5 ставки. Должно быть обязательно раздельно, да? И 2 медсестры, и 2 уборщицы. Потому что, если вдруг будет какие-то вот экстренные моменты и так далее, обязательно, которые мы говорили, вот койки оперативного развертывания, о которых давно говорится в здравоохранении, да? Если будет, например, койки оперативного развертывания, тогда бы эти люди вот как бы взаимозаменяемо выполняли бы круглосуточное наблюдение за тяжелым больным. Сокращение штатных должностей первичных звеньев здравоохранения не должно сказываться на качестве оказания медицинской помощи населению, и медицинская помощь должна отвечать всем стандартам оказания медицинской помощи. Поэтому то, что вот я говорила о том, что на койке одного дня обязательно пройти обследование, тогда
тогда вот выполнится обязательно стандарт. И стационарные, например, койки, да, сегодня, например, по койки сокращается около 40 коек вообще по району. Это очень много, надо сказать. Те койки, которые есть на сегодняшний день, они конкретно точь-в-точь идут требованиям, чтобы сохранить здоровье населения на сегодняшний день. Поэтому, чтобы сократить эти койки, тоже прежде всего надо думать о людях обязательно. И необходимо вообще думать о том, что самое эффективное в работе с населением, конечно же, является работа по профилактике, да, школы здоровья, другие формы, которые на сегодняшний день не оплачиваются по обязательному медицинскому страхованию. Поэтому необходимо включить вот эти вот виды деятельности, программы государственной гарантии оказания медицинской помощи, формы стационарных домов тоже можно, да, школы здоровья и обязательно койки оперативного раздела. О чем мы говорили в прошлом году. И Петр Васильевич, еще вот один вопрос, да, у нас детские туберкулезные санатории. Вообще вот детские туберкулезные санатории есть в нескольких районах. И было бы действительно хорошо сохранить вот эти реабилитационные туберкулезные санатории, потому что это профилактика заболеваний туберкулезом. Ведь там же лечатся не дети, которые больны, а дети, которые имеют риск заболевания туберкулезом. Если мы закроем эти туберкулезные санатории, то это будет, конечно, сказываться на здоровье вообще населения нашей республики. Нельзя говорить о том, что у нас туберкулез мы победили и так далее. Он на сегодняшний день имеет прогрессивный характер, имеются больные с множественными лекарственными устойчивостями. Поэтому вот этот вопрос тоже осторожно надо было бы отнести. Спасибо. Спасибо, Софья Лаврентьевна, за содержательное выступление. Слово имеет Попова Яна Дмитриевна, председатель Улусного районного совета депутатов Сунтарского вуза. Прошу придерживаться регламента. Пожалуйста. Добрый день, Петр Васильевич. У меня был слайд маленький, выступление. Я учусь. Да. Медицинское обслуживание Сунтарского района осуществляется центральной районной больницей, 7 участковых больниц, 3 врачебных амбулатории. Всего по району 182 койки, по улусу работает 15 ФАПов. Общая мощность амбулаторной поликлинической службы по району составляет 682 посещения в смену. Обеспеченность кадрами на сегодня составляет 77,8%, а средний персонал 93,3%. Для решения данной проблемы недостатка кадров между районом и СГФУ имени Амосова был подписан меморандум по подготовке специалистов, узких специалистов, таких как врача-онколога, уролога, офтальмолога, которые на данный момент остро востребованы населением. В этом году по республике был дан старт очень хорошей акция «Онкопоиск» для определения наличия онкологических заболеваний в организме на ранней стадии. И в связи вот с этой акцией, к сожалению, в нашем районе отмечается рост динамики диспансерно больных по онкозаболеваемости. Если в 2018 году на учете у нас состоялось 181 человек, то в этом году уже по результатам 9 месяцев эта цифра у нас возрастает на 21 человек. Со стороны муниципального района уделяется достаточно внимания для сохранения здоровья населения, проводится планомерная работа. Так район активно участвует в ремонте сельских парков, приобретает по муниципальным программам материально-технические ценности, да, оборудование медицинское. В данное время идет работа по закупу компьютерного томографа. На протяжении вот уже 10 лет Сунтарский район ставит вопрос о начале строительства второй очереди больничного комплекса на 75 коек. И чтобы как-то сдвинуть этот вопрос с места, район
за счет своих бюджетных средств провел проектно-изыскательные работы. Но чтобы войти в данную федеральную программу, на сегодня, к сожалению, у нас нет проектно-средственной документации. По упорядочению сети учреждений здравоохранения в нашем районе планируется 109,25 штатных единиц. Также принято решение о закрытии детского туберкулезного санатория. Этот вопрос рассматривался на уровне заместителя председателя правительства Ольги Викторовны, при котором администрация внесла предложение, чтобы оставить эти койки в районе и открыть альтернативное учреждение восстановительного центра на 15 коек. На сегодня по сокращению попадают 97 человек, в том числе трудоспособного населения 54 и пенсионного возраста 44. К вашему сведению, в 2016 году был ликвидирован Эльгейский дом-интернат для престарелых. Вот, и вот это привело к сокращению 40 человек, в результате которого за последние 4 года в Наследии наблюдается сильный отток населения. Свыше 100 человек выехали в город, ну и также другие наслега, другие районы. А в этот раз подпадают в селе Эльгей по сокращению 18 человек. Из них трудоспособного 8, пенсионного 10. То есть мы понимаем, когда идет сокращение, да, иногда вот в учреждении работает целая семья, то есть это может быть муж, жена вместе, и вот целая семья может оказаться без работы, и людям ничего другого не остается, как покинуть место жительства, а вместе с ним они, конечно же, с детьми, у которых может быть 3, 4 более детей, да, это село мы все-таки берем. И из-за отсутствия, так как Сундарский район является сельскохозяйством, у нас промышленность только начинает развитие, да, в течение последних 10 лет по Улусу наблюдается отток населения в среднем 2300 человек. То есть раньше у нас было около 26 тысяч человек, сейчас немного более 23 тысяч. Предстоящее сокращение, конечно же, влекут за собой социальную напряженность среди жителей. Многие семьи останутся, без, как уже говорил, без средств на проживание. И в связи с этим мы хотим вот внести предложение на рассмотрение, да, чтобы проводить вот эту оптимизацию поэтапно. Предлагаем вот на первом этапе, да, на следующем году, в 2020 году, оптимизировать вакантные штаты, которые у нас имеются. Далее потом уже оптимизировать наших пенсионеров, которые сейчас работают, да, тоже подпадают под оптимизацию. И потом, после того, как дать время району и наследию как-то обустроить и обеспечить более-менее подходящей работой, да, в наследях, потом уже к 2022 году привести в соответствии с планом оптимизации. Дальше и также вот хотелось в прошлом году, вот все знали экологическую нашу проблему в Улусах, и нам было озвучено, что будет создана научная экспедиция, которая на протяжении 5 лет будет заниматься мониторингом здоровья населения Вилюйских районов. Чего, к сожалению, в этом году не случилось. И в следующем году мы, конечно, вот, тоже ставим вопрос по обследованию населения, так как вот последние данные именно по онкозаболеваемости у нас вызывают большую тревогу. Также предлагаем внести, предусмотреть финансирование на проектную смертную документацию Министерства здравоохранения, нам больничный комплекс на 55 коек, чтобы потом далее ввести этот объект в федеральную программу. Также хотелось бы попросить наших депутатов из Тюмень, все-таки учитывая особенность региона республики, выйти на федеральный уровень законодательной инициативой именно по федеральным стандартам здравоохранения.
Например, вот в приказе Министерства здравоохранения номер 132-Н от 27 февраля 2016 года в части рекомендуемой численности обслуживаемого населения добавить отдельной строкой для регионов с наименьшей плотностью населения норматив численности амбулаторий, в том числе врачебных. Я приложила и также привезла с собой коллективные письма от населения, которые после совещания предоставили. Да, спасибо, Ульяна Дмитриевна. Как справку скажем, да, действительно, в прошлом году нам не удалось на научные исследования по вирусной зоне предусмотреть деньги. В этом году внесли 131 миллион, но на самом деле, чтобы провести хорошие, достоверные исследования здоровья населения вирусной зоны, нужно более 300 миллионов. Поэтому комитет вот на беседу с Васильевной в этом плане при корректировке бюджета, надеюсь, будет еще дорабатывать общими усилиями, чтобы вообще нужно 300 миллионов. И правительство в этом году, в прошлом году не успели попасть на национальный проект «Наука», и в этот проект в этом году у нас есть шансы тоже попасть, финансировать, и естественно, приоритетным будет, чтобы сказать, в этом направлении и вообще в направлении по исследованию по здоровью населения будет обращено большое внимание. Выступает так, пожалуйста, слово предоставляю Георгию Николаевичу Федорову, главе муниципального образования Лукьянский. Добрый день, уважаемый Петр Васильевич, уважаемая Антонина Афанасьевна. Оптимизация и уточнение сетей штатов учреждений здравоохранения в нашем районе, как говорится, не проводится. У нас, если остановиться в частности на здравоохранении, проблем еще с советских времен хватает. Самая основная проблема на сегодняшний день, вот мы уже, наверное, последние 10 лет ставим вопрос базирования вертолета для выполнения санзаданий в районном центре. К сожалению, это не получается. У нас в порядке вещей, когда санзадание выполняется на вторые, третьи сутки. А иногда на это уходит недели в связи с погодными условиями. Поэтому убедительная просьба все-таки в будущем предусмотреть базирование санавиации в пределах района. Второе. Медицинским оборудованием, обновление медицинского оборудования, приобретение мебели для учреждений здравоохранения, будь то ПАК, участковые больницы, центральные районные больницы, в последние годы практически не делается. У нас в некоторых учреждениях мебель еще чуть ли не с достоинских времен, можно говорить. То есть качество, само содержание зданий и сооружений не отвечает нынешним требованиям. Поэтому Министерство здравоохранения стоит обратить на это внимание. Я помню, когда здравоохранение с муниципального уровня, с районов передавали на уровень республики, тогда говорили о том, что республика и Министерство здравоохранения все-таки будут лучше реагировать и лучше выполнять эти задачи. К сожалению, на сегодня приходится констатировать о том, что качество медицинских услуг не улучшается, а ухудшается. Это на сегодня служит и одним из факторов миграционного оттока нашего населения. Вот. Лекарственное обеспечение тоже хромает. Очень часто получаются случаи, когда по выписанным рецептам больные вынуждены заказывать лекарства в город Якутск. Это еще, если хорошо, если есть знакомые, родные и друзья. К сожалению, вот это звено у нас вообще на сегодня в районе обеспечивает ИП Сукоч, но не в полном объеме. Поэтому этот очень острый болезненный вопрос.
Кадровое обеспечение тоже, так сказать, на сегодня требует особого внимания. По программе «Земский доктор» в наш район прибыло за все время 9 специалистов. Из них 5 половину срока, а то и больше, некоторые до сих пор сидят на декретном отпуске. И штат и другого специалиста принять не может в здравоохранении. И вот этот вопрос, у меня большая просьба как-то отрегулировать в программе законодательно. Потому что, ну, из 9 специалистов 5 это больше 50%. И на сегодняшний день из них двое до сих пор, так сказать, сидят по уходу за ребенком. С одной стороны, вроде бы хорошо, человек родился, и законные права у людей, но с другой стороны, получается, мы не можем на их место других принять, потому что места заняты. Поэтому большая просьба на это обратить внимание. Ну, самой большой проблемой обеспечения кадрами является уровень заработной платы. К сожалению, приходится констатировать, что на сегодня целевые показатели по заработной плате специалистов и врачей и среднего медперсонала достигается в нашем районе не прямым путем, а при совмещении как минимум 1,5-2 ставки. Об этом как раз недавно в совещании в Госсовете Владимир Владимирович Путин тоже говорил. Поэтому большая просьба. Ну, у нас нет возможности, когда в центральных районах, в городе Якутске, заработная плата от идентичных специалистов одинаковая в Арктическом районе или здесь. Кто поедет? У нас интернета нет. Мобильная связь через пень-колоду односторонняя. И молодежь вообще не говорит желанием выезжать. Тут единственная мотивация – это приведение заработной платы в соответствии. Ну, людей должно заинтересовать. Искатели, как говорится, романтиков на сегодня, к сожалению, нет практически. И за голубыми туманами никто к нам не ездит. Тут только железная мотивация должна. Вот. Поэтому большая просьба все-таки по заработной плате работников здравоохранения обратить внимание. И вот этот пробел, когда специалист приезжает 1,5-2 ставки, а то и 3 ставки. Спасибо. Другим эффективным методом связи с высшими учебными заведениями, с образовательными организациями, готовящими кадры для здравоохранения. И я думаю, в следующих выступлениях тоже будет включен, да, такие пожелания. Колодезников Иван Иванович, председатель Угурского районного совета депутатов муниципального района Усалданский Угурский район. Пожалуйста. Уважаемый Петр Васильевич, уважаемые участники круглого стола, сегодня на повестке дня стоит очень важный вопрос, вопрос охраны здоровья населения, проживающих в сельской местности. Если сказать очень громко, то это вопрос здоровья нации, народа Саха. Именно в сельской местности проживает коренное население республики. Население выражает беспокойность проводимой реорганизации не с точки зрения трудоустройства людей, а с точки зрения доступности медицинских услуг. Федеральные нормативы, конечно, далеко не учитывают специфику нашей сельской местности, трудодоступность, расстояние, малочисленное население и так далее. Нас особенно беспокоит реорганизация тех лечебно-профилактических учреждений, которые расположены более 100 километров от областного центра. В нашем области таких школ больниц 2. Чулявское село Коллай и Октябрьское село Дал. Оба населенных пункта являются трудодоступными и без круглогодичного транспортного сообщения с областным центром. В целом, реализация сети медицинских учреждений в сельской местности проводится без достаточного информационного сопровождения, без привлечения представителей органов местного самоуправления на местах, без проведения общественных публичных слушаний и без тщательной оценки последствий принятия такого решения. Все это совокупность приводит к несоблюдению положений закона Республики Саха-Якутия об охране здоровья населения Республики Саха-Якутия.
ущемляет права граждан, проживающих в сельской местности. Кроме того, утверждаю, что ни одна больница и ни одна амбулатория не будут закрыты, сохраняя штаты врачей общей практики, нередко забываем о среднем медицинском и обслуживающем персонале, на плечах которого лежит не меньшая нагрузка и ответственность предоставления качественной медицинской помощи. Как мы все знаем, 31 октября текущего года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин провел в городе Калининграде заседание Госсовета Российской Федерации по состоянию первичной звена в сфере здравоохранения. Цитирую дословно высказывание президента. Первичное звено, по сути своей, самые близкие к людям, крайне важное для них. Большинство претензий граждан справедливы и обоснованы. И в случаях, когда мало что меняется к лучшему, это становится особенно очевидным. И когда местные власти с известным рвением берутся за оптимизацию, и часто это делают систематично, усложняет доступ к медицинской помощи, это только усугубляет ситуацию. Вот так выразился президент страны. Руководством страны приняты беспрецедентные решения по поддержке и модернизации первичных звена в стране. Будут выделены огромные финансовые средства из федерального бюджета. Как мы все знаем, президент сказал, что будут выделены до 500 миллиардов рублей. Ежегодно по 50 миллиардов уже начиная с 2020 года. Регионы до 10 января 2020 года должны разработать свои программы и уже с 1 июля 2020 года начать эту реализацию. В таких условиях и при такой поддержке федеральных властей не нужно заниматься реорганизацией и оптимизацией первичного звена, а нужно реализовать программу развития и модернизации. Глава республики Арсений Сергеевич Николаев уже 7 ноября провел такое аналогичное совещание, и, наверное, будут приняты меры разработанной программы республики. Уважаемые коллеги, говоря о доступности учреждений здравоохранения на местах, хочу отметить тот факт, что в Волгоградском области за последние 5 лет направляемость пациентов в республиканские учреждения уменьшилась в разы. То есть 2500 человек в 2016 году против 700 человек в 2019 году. Это более 3 раз. Наши лечебные учреждения на местах стали более доступными, а качество предоставляемого медицинских услуг уже повышается. Хочу еще высказать пару слов не в тему сегодняшней повестки, но все же они касаются проблем первичного звена. Первое – это вечный вопрос обеспечения автомашины скорой помощи. По федеральной программе выделяются машины скорой помощи, так называемые реанимобили, которые обеспечены сложной компьютерной и диагностической аппаратурой. Нельзя такие машины эксплуатировать по трудопроходимым сельским дорогам. Поэтому, я думаю, нужно разработать и реализовать региональную программу обеспечения автомашинной скорой помощи для сельских больниц. Второе. В сельской местности очень высока доля признанных аварийным объектов здравоохранения. Здесь тоже нужно принять несложные меры по ликвидации и сокращению очередности. В нашем области, например, 10 объектов, аварийных объектов в селах и 6 объектов в центральной районной больнице. Но мы благодарим Министерство здравоохранения, что в нынешнем году в нашем области в селах Орла строятся и будут введены в эксплуатацию в течение до конца года 2 медицинских учреждений. По рекомендации, наверное, мы будем отдельно обсуждать, да? Они там тоже выступят. Заканчивая свое выступление, хочу сказать, давайте вот то сочетание, да, оптимизировать нельзя, сохранить, поставим запятую после слова нельзя. То есть оптимизировать нельзя, сохранить. Спасибо за внимание. Спасибо, Иван Иванович. Слово предоставляется Матвеевой Валентине Алексеевне, председателю районного совета депутатов Анабасского национального Болгаро-Венгерского района. Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Оптимизация и сокращение штатных единиц не коснулись Анабасского ГУСа, потому что у нас так и так уже практически сокращать и нечего. Кстати, мы сегодня хотим предложить наше предложение, вот именно высказать. Во-первых, рассмотреть возможность строительства нового здания врачебной амбулатории с филиалом ЦРБ в наследие Рюнхая на условиях софинансирования совместно с улусной администрацией Анабасского района. Но обоснование к этому предложению, это, во-первых,
То, что здание Юрхаимской участковой больницы было построено еще в конце 80-х, начале 90-х годов 20 века, в настоящее время здание находится в аварийном состоянии. И экспертиза на признание здания аварийным уже проведена. Ну и также здесь же по обоснованию можно назвать и то, что Юрхаимский национальный долганский наслед является единственным наследом в России, где компактно проживают малочисленные народы Севера, долганы. Так, второе наше предложение – это рассмотреть вопрос перевода на сметное финансирование больниц, находящихся в арктических улусах. Тоже обоснование в том, что вот низкая плотность и количество проживающего населения в районе, отсутствие необходимых специалистов, диагностической базы, больших расходов на оплату ЖКХ, коммунальных услуг, на содержание инфраструктуры, на услуги связи. Все это создает высокие риски для финансирования деятельности больницы. И второе обоснование то, что вот люди, согласно Трудового кодекса Российской Федерации, имеют право на выезд в отпуск. И вот постоянно работники, когда они выезжают в отпуск, в связи с тем, что мы не можем оставить больницу без специалистов, приглашаются работодатели, вынуждены приглашать этих врачей различных специальностей и соглашаться на их требования в оплате труда. А приезжающие временно специалисты, конечно, их может заинтересовать только очень высокой зарплатой и оплатой проезда туда и обратно. Но вы знаете, что в арктических улусах проезд очень высокий. И поэтому идет перерасход финансовых средств. Так, ну и третье предложение, вернее, это уже есть, конечно, но мы бы хотели, чтобы поскорее возобновить реализацию программы обеспечения жильем педагогических и медицинских работников арктических и северных вузов, ускорить реализацию программы «Земский доктор» для Дальневосточного федерального округа. Так, ну и здесь обоснованием служит то, что укомплектованность врачебными кадрами клинической специальности в нашем районе составляет на данный момент 77%. Средний персонал 100% полностью укомплектован местными кадрами. Вызывает тревогу то, что в последние 2 года к нам в район не прибыл ни один молодой специалист из Якутии. Да, ну и поэтому вот вынужденно работодатель приглашает специалистов из других регионов. И поэтому вот тут тоже есть очень большие, ну не только риски, здесь и проблемы возникают по закреплению этих специалистов, приехавших из других регионов. Конечно, вот если говорить тут о том, что мы должны выращивать свои кадры, да, я как представитель образования, я хорошо знаю эту ситуацию, могу сказать, что да, немного выпускников у нас, но, конечно, идут поступать в медицинские вузы. Например, только в этом году 3 выпускников поступили в мединститут Северо-Восточного федерального университета. Но это в основном девушки. А вы знаете, что девушки это молодые, значит, заканчивая, они выходят замуж и так далее. И вот если смотреть в мониторе, то эти специалисты, они не приезжают, они едут по месту работы мужа и так далее. Да, вот таким образом. Спасибо, Валентина Алексеевна. Как слово для выступления предоставляется Марахазову Серафиму Николаевичу, председателю районного совета депутатов Момского района. Уважаемый Петр Васильевич, уважаемые Елена Фаимовна, уважаемые коллеги. По информации главного врача Момской центральной районной больницы Натальи Георгиевны, у нас по вопросу повестки дня данной видеоконференции, то есть оптимизации сети учреждений здравоохранения республики, конкретно по Момскому району, планируется закрытие противотуберкулезного диспансера Момской ЦРВ. По представленным данным, всего запланировано к сокращению 15 штатной численности работников, всего ожидается освобождение 4 человек, то есть фактически безработно останутся 4 человека младшего медперсонала и 1 технический работник. Остальные штатные единицы будут переданы самой центральной районной больнице, это врачи и
штаты среднего персонала. Ну, как депутат, я, конечно, против любой оптимизации, сокращения закрытия, тем более на радио-телевидении. Кроме этого, в этом вопросе закрытия туберкулезного диспансера есть еще один важный момент. За закрытием данного учреждения у нас закрывается и котельная ГУ ЖКХ, которая отапливает и диспансер, и один частный дом. Возникает вопрос, что будет со штатами ГУ ЖКХ данной котельной. Сегодня, конечно, директор ГУ ЖКХ уверен, что кочегарные операторы будут переведены на другие должности, но здесь нет определенности. Второй момент. Посреди зимы мы сольем воду котельной, закроем учреждение. А что будет с двумя стариками-пенсионерами, которые живут в своем частном доме? Опять этот же момент тоже не отработан. Уважаемые участники совещания, пользуясь моментом, возможностью, хочу также обратить ваше внимание на имеющиеся и до конца нерешенные вопросы по программе модернизации первичного звена сети здравоохранения. Мы ставим вопрос строительства 3 фельдшерско-акушерских пунктов в селе Клунный Птица. Отмечаю, что до сих пор эти учреждения работают приспособленно в старых и совсем не отвечающим некоторым нормам здания. Также ставим вопрос строительства врачебной амбулатории в селе Сосылово Ханчи-Станского населения, где здание вообще находится в аварийном состоянии. Отмечу, что Сосыло один из крупных населенных нашего района, и где в основном живут коренные малочисленные народы севера и веста. По строительству Омской СРП вопрос решается. За это, Елене Абраимовне, большое спасибо. Надеемся, что в ближайшем будущем подходящий проект для нас будет найден и разработан. На основании вышеизложенного, прошу все-таки отложить вопрос закрытия туберкулезного диспансера хотя бы до конца отопительного сезона, до июля 2020 года, и проведение данных мер уже во второй половине 2020 года. Хочется высказаться по программе «Земский доктор». В законодательстве, наверное, необходимо как-то ввести некоторые поправки, касаемо именно арктических районов. Так как по этой программе в основном выбирают центральные районы, где условия проживания, конечно, более комфортнее. Поэтому программа «Земский доктор» на северах работает со скидкой. Конечно, кому охота ехать на крайний север, если это не предусмотрено дополнительных каких-то льгот или жизнь, конечно, если прямо сказать, на крайнем севере, конечно, жить тяжелее. Но, а так, те финансовые средства, которые предусматриваются по программе «Земский доктор», не отличаются, где выбирает человек работать. Поэтому у нас нехватка кадров. Да, мы также присоединяемся к коллегам Мусьянского района по базированию вертолетной санавиации в Омском районе, который отличается от соседних районов по климатическим и природным, климатическим и другим условиям. Спасибо за внимание. Спасибо, Сергей Николаевич. Слово предоставляется Андреевой Алле Алексеевне, главному врачу Булунской центральной районной больницы. Добрый день, уважаемые депутаты Устюмена Елена Фаридовна. Мы по поводу оптимизации. Значит, нам было дано рекомендательные письма, но в данное время у нас по соглашению с Минздравом реорганизация наших участковых больниц и сокращение формы не наблюдается. По штатным расписаниям мы ведем работу. Что хотелось сказать, конечно, вот Африка – это особый регион, да? Туда надо подходить индивидуально. Правильно сказано нашими председателями Умственного собрания наших арктических умцев, что 2 миллиона – это не всем надо давать. Это, конечно, сейчас вот будет включена программа «Земский доктор», все наши кадры перебегать на Южную Украину. Поэтому желательно, конечно, надо индивидуально как-то подходить к арктическим умцам. Но по этим регионам, по оптимизации участковых больниц у нас пока нет. У нас так как расстояние транспортное система очень сложное. В связи с этим, конечно, нам участковые больницы очень нужны врачи. По оплате труда, что можно сказать? Мои доктора работают, конечно, на 2 ставках. Я так их удерживаю
Михайлович, главный врач Широкинской центральной районной больницы имени Сокольникова. Пожалуйста. Ага, добрый день. По Чуравчинскому району у нас под реорганизацию попадает 10 участковых больниц, которые переводятся на врачебную амбулаторию, в том числе 4 филиала ЦРБ со стационарным пунктом. Одна врачебная амбулатория организуется на ФАП и 6 фельдшерско-акушерских пунктов на 6 фельдшерских пунктов. И полностью закрывается пункт санаторий детский на 18 штатных единиц и 20 физлиц. По состоянию на 8 ноября мы пока еще приказ не получили по оптимизации, но предварительно у нас сокращение, по сокращению полагается 68-75 штатных единиц. Это в том числе 1,5 штатных единиц врачебного персонала, среднего персонала 38-25, младший 22 и прочие 2,5. И физлиц получается 62 человека, из них 40 пенсионного возраста, пенсионного отбора и социально защищенных 7 человек. Наше проживание или предложение в плане Ангельского детского санатория, возможно ли в Киеве организовать его межрайонный реабилитационный центр, это вот согласно постановлению правительства Российской Федерации для развития медреабилитации целевой программы, и ответить на базе вот этого детского санатория и реабилитационный межрайонный центр, который обслуживал несколько районов. По численности населения там у нас выходит 5 круглосуточных санаториев. Что по поводу соответствия, то нами получено письмо от Роспотребнадзора, что в принципе она уже марки база соответствует требованиям. Потом второе, это вот по поводу врачебных ставок, хотелось бы, чтобы увеличить на 7 штатных единиц врачебного персонала, это врача травматолога, 3 врачей стоматологов, 1 врач-рентгенолог и 2 штатные единицы, это врачи анестезиологи и неонатологи, потому что сейчас мы переводим отделение реанимации круглосуточный пост, хирургии и лаборатории перешли на круглосуточный пост. И врачи, которые находятся, когда всего 1 врач, то когда они выходят в отпуск, у нас возникает эта проблема. И вот по третье предложение, это вот по Суланскому участковой больнице, которая находится на севере, полностью обслуживает 3 села, где численность населения полностью составляет 2200 человек, то есть оставить филиалом с круглосуточными койками. В будущем, если вот сейчас модернизация здравоохранения, первичного здравоохранения пойдет, то в будущем могли бы туда перевести или установить лабораторную диагностику, рентген или везде аппарат. И вот самая такая проблема, это вот те специалисты, которые попадают под сокращение, хотел бы спросить помощи именно от Минздрава, Министерство, когда возможно, Министерство предпринимателей, чтобы те люди, которые подпадают под это сокращение, чтобы их обучить, и в последующем устроить такие социальные организации. Слово имеет Боброва Мария Дмитриевна, исполняющая обязанности главного врача детской городской больницы. Добрый день, президиум и участники круглого стола. Что хочет презентацию, пожалуйста? Наравне с вопросами, которые сегодня стоят по поводу территориального планирования сельской местности, также стоит вопрос про город Якутск, в частности, нашего учреждения детской городской больницы, оказывающей реабилитационную медицинскую помощь детскому населению. Одно из предложений стоит по поводу ликвидации нашего учреждения в 2010 году. Федеральный закон о 23 об основах охраны здоровья граждан в статье 40 говорится о том, что медицинская реабилитация оказывается в учреждениях, относящихся к медицинских организациях, имеющих лицензии и имеющих специалистов с профессиональной подготовкой. Ранее до 2015 года медицинская реабилитация как таковая не существовала только принцип восстановительной терапии. В
2012 года медицинская реабилитация подразумевает под собой наиболее большие проекты и большие цели и задачи стоят перед ней. Союзом реабилитологов России установлены оказание потребности в реабилитационной помощи на каждом этапе ее оказания. Допустим, на первом этапе, который оказывается в специализированных отделениях, 100% госпитализированных детей и пациентов, находящихся в стабильном состоянии, должны получить реабилитационную помощь. На втором этапе, который оказывается в реабилитационных отделениях многопрофильных клиник или центров, 30% выписанных из стационара, 15% направленных из поликлиник и до 15% детей-инвалидов, имеющих реабилитационный потенциал, должны пройти реабилитационное лечение. Наше утверждение относится ко второму этапу. Оказание специализированной медицинской помощи по медицинской реабилитации детскому населению является единственным в республике и в городе Якутске. Если учесть общую заболеваемость детского населения на 100 тысяч детского населения за 10 лет, идет увеличение общей заболеваемости в части детей от 14 лет и наиболее остро относится у детей подростков 15-17 лет. По детской инвалидности, если рассмотреть в 2008 году, количество детей-инвалидов по абсолютным числам было почти 6,5 детского населения, из них впервые выявлено 771, что составляло 12%. В 2018 году общее количество детей-инвалидов составляет 3,5 тысячи детей, из них впервые установлено 881, что составило 24,5%. Значит, учитывая, что детская инвалидность, первичная инвалидность уменьшается, тем не менее, конкретных даже нет. С обеспечением доступности и повышения качества помощи по медицинской реабилитации мы предлагаем создать Центр медицинской реабилитации для детей в системе здравоохранения как этап оказания специализированной медицинской помощи по медицинской реабилитации на базе детской городской больницы. В составе центра предусмотреть наличие стационарного государственного пребывания, дневного пребывания и клинико-диагностического отделения, а также разработать единую систему маршрутизации по медицинской реабилитации детскому населению в соответствии с имеющимися нормативно-правовыми актами. Спасибо. Спасибо. Я сейчас хочу слово предоставить Людмиле Прокопьевне Корниловой, председателю Якутской республиканской общественной организации профсоюза работников здравоохранения. Добрый день, уважаемый президиум, народные депутаты, уважаемые коллеги. Я буквально на днях прилетела с Генерального совета ФНПР, и мне там предоставили стенограмму совещания по вопросу модернизации первичного звена здравоохранения, которое прошло в октябре в этом году в Кремле. Я просто хочу так вот тезисно просто подчеркнуть некоторые моменты, потому что эта стенограмма, это очень подробное, скажем, да, описание, как проходило это совещание и что говорил об этом президент Российской Федерации и наш министр здравоохранения Российской Федерации. Вот слова Путина Владимира Владимировича. Я подчеркивал, насколько чувствительна эта тема для наших граждан. Ведь речь идет о чем? Речь идет о ФАПах, районных поликлиниках, районных, межрайонных больницах и подобного рода учреждениях. То есть о таких учреждениях, куда люди приходят чаще всего, больше всего, с чем сталкиваются практически чуть ли не каждый день своей жизни. И ответ Вероники Игоревны. В соответствии с вашим поручением готовится порядок контроля за своевременностью, полнотой и достоверностью предоставления информации в эту систему и установления, уважаемые коллеги, административной ответственности за нарушение. Читая вот эту стенограмму, просто прослеживается и делается вывод, что красной нитью проходит именно тот момент, о чем говорил Владимир Владимирович, что к оптимизации надо подходить индивидуально, а каждому отдельно взятому медицинскому учреждению, медицинской организации, исходя из специфики и территориального расположения. Наше предложение я очень кратко скажу, потому что выступающие до меня уже четко это определили. Вот по поводу противотуберкулезных детских диспансеров.
Мы все прекрасно знаем, конечно, что данный вопрос практически решен, но планируется достаточно массовое высвобождение, в том числе и медицинских работников. Но в тот раз в предыдущем заседании наша уважаемая Елена Афраимовна, она сказала, что в принципе по медицинским работникам данный вопрос будет решен, Министерство здравоохранения отработает в данный момент, но там остаются так называемый прочий персонал. Это такие же наши работники здравоохранения, это такие же члены профсоюза. Поэтому наше предложение в плане того, вот 4-м пунктом в проекте рекомендаций уже стоит рассмотреть вопрос об организации на базе детских туберкулезных санаториев реабилитационных центров для лиц, попавших в трудные жизненные ситуации. То есть, уважаемые коллеги, мы как бы уже подвели черту, и вроде как бы мы уже и закрыли этот вопрос. То есть уже все, поезд ушел, и мы уже на месте вот этих туберкулезных санаториев уже хотим реабилитационные центры создать. Но, уважаемые коллеги, мы все-таки предлагаем данный вопрос, наверное, рассмотреть, потому что это вопрос касается людей, ну так как я в профсоюзе в первую очередь говорю, и действительно там очень много женщин одиноких, многодетных и так далее, и так далее. Следующее предложение, то, что я бы хотела озвучить, это все-таки по решению нашего расширенного заседания Постоянного комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и Беломорья. Но все здесь сидящие помните, я бы просто хотела бы все-таки представить такую информацию, может быть я ошибаюсь, может быть Министерство здравоохранения за эту неделю уже что-то решили в этом направлении, но тем не менее у меня есть как бы данные, что по Алайховской, Анабарской, Жиганской, Мумской центральной районной больнице, также нам обращались главы Тасибян-Кюля, Сибен-Кюля, подветственность Кобяйской ЦРБ, то, что данные все-таки говорят о том, что этот вопрос висит, что все-таки отдельные вакантные ставки будут, ну, под вопросом подлежат сокращению. Кроме всего, я хотела бы, уважаемые коллеги, еще акцентировать на Сунтарской центральной районной больнице. К нам обратился глава Ильгайского наследия по поводу того, что вот в селе Ильгай проживает 1784 жителя. А село расположено на противоположном берегу реки Вилюй от районного центра. И в период весенне-осеннего ледохода участковая больница, она обеспечивает медицинской помощи всю заречную часть Сунтарского района, где проживает, уважаемые коллеги, почти треть населения района. И в настоящий момент в Ильгайской участковой больнице 44 штатных единицы, в том числе 31 ставка медицинских работников. И после оптимизации по плану Министерства здравоохранения должно остаться всего 16,5 штатных единиц. Кроме всего, уважаемые коллеги, я вот буквально еще одни цифры, ну как бы факты, да, которые очень красноречиво показывают, что надо все-таки подходить более как внимательно к данным вопросам. Вот Салёкмы. Значит, вот есть такой поселок Кылак. Вот кто знает, это остров. То есть там практически больше нет дороги, это остров. И все равно там сокращение как 2 единицы. Допарай. Допарай это вот такое село, там вообще вокруг тайга. Они только по реке могут там передвигаться. И тоже, значит, у них стоит сокращение 0,5 единицы, значит, это там по прочему персоналу еще одна рабочая ставка 0,5 единиц. И, соответственно, там печное отопление, и, ну а как без печного отопления, если этих людей не будет, как будет работать участковая больница? И таких моментов, в принципе, очень много. Я закрываюсь, я просто хочу вот предложение такое, да. Уважаемые коллеги, в первоначальном варианте проекта рекомендации во втором пункте, пункт правительства Республики Саха-Якутия, было отложить вопрос
об упорядочении сети учреждений после согласования или приостановить. Я даже сейчас как не помню, но смысл такой. А теперь на сегодняшний момент, вот как бы я вижу в проекте рассмотреть вопрос. Да, об упорядочении сети учреждений. Поэтому все-таки на данный момент, видимо, есть, наверное, смысл еще раз вернуться после согласования в установленном порядке схемы размещения. Спасибо. Спасибо. Так, слово просит Верхоянский УВУЗ, но всего постарайтесь за 3 минуты, чтобы мы уложились в регламент. Пожалуйста, по сути вопросы, предложения какие. Верхоянский район, пожалуйста, включите. Добрый день, уважаемый президиум, уважаемые участники круглого стола. По Верхоянскому району по упорядочению системы Министерства здравоохранения в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения разработан проект по реорганизации сети учреждений. Одна участковая больница Адачинская, она планируется реорганизовать ее в врачебную амбулаторию с ликвидацией 3 стационарных коек. По коечному фонду всего стационарных коек в районе 113, из них по центральной районной больнице 95, участковым больницам 18. Планируемое сокращение количества 33 койки. Все участковые больницы реорганизуются во врачебные амбулатории с койками отделений центральной районной больницы, где остаются по 2-3 койки места. По оптимизации штатных единиц всего планируется оптимизация 35 штатных единиц. В Верхоянском районе 23 населенных пункта. Большая разбросанность населенных пунктов, низкая плотность, суровые климатические условия создают определенные сложности в работе медицинского обслуживания. Из 23 населенных пунктов только 6 населенными пунктами имеется круглогодичная дорога. С 17 населенными пунктами нет такой круглогодичной дороги. Оптимизируя коечный фонд Центральной районной больницы, население арктического самого крупного района на северо-востоке республики лишается доступной и качественной медицинской помощи. В наибольшей степени пострадают незащищенные слои населения. Показатели обеспеченности койками в центральных регионах Российской Федерации напрямую неприменимы территориям арктических северных районов, и их необходимо корректировать с учетом худшего состояния здоровья населения на данной территории, а именно большей смертности и заболеваемости, приходящих на 100 тысяч населения. В Якутии принят закон о стратегии социально-экономического развития Республики Саха-Якутия до 2032 года с целевым видением до 2050 года. И в пункте 1.3.1.7 создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов численностью населения от 100 до 2000 человек предлагаем заменить 2000 человек на 1000 человек. Также ставим вопрос о строительстве объектов здравоохранения. В нашем районе 11 объектов подлежат строительству, подали заявки, и 13 зданий нуждаются в капитальном ремонте. Также по онконаправленности необходимо продолжить работу по обследованию населения. В прошлом году у нас было, и в последующие годы тоже надо продолжить. Также предлагаем, у нас существует проблема по обновлению парка автотранспорта здравоохранения района. И также у нас планируется ввод нового больничного комплекса на 30 коек, и предлагаем включить родильное отделение на 9 коек, предусмотреть включение родильного отделения в данный комплекс. Коротко так. Спасибо. Слово имеет Елена Фраимовна Борисова, министр